Если вы не проголосуете за Гайдукевича, вам наручники одену. Вы на данный момент угрожаете мне арестом. Это уголовное дело с точки зрения Уголовного кодекса. Иногда не до законов. В смысле? Ну, в смысле, в нашей стране иногда не до законов, как наш президент говорил. Поэтому Олег Гайдукевич и хочет его сменить на себя, потому что вещи такие глупые говорит Александр Григорьевич уже. Сегодня надо железобетонно проголосовать за Гайдукевича, чтобы он стал президентом. Как вам непонятно? Судьба страны, будущее страны в наших руках, а этот старый уже, он ходить не может. А как он может страной управлять? Не знаю, Байдену получается. Ну, Байден уже же уходит. Ну, Трамп пришел. Ну, а Трампу сколько? Больше, чем Александр Григорьевич. Ну, это что, по-вашему, нормально? Ну, люди проголосовали, люди сделали выбор. А, вы за Америкой следите? Так вы, может, еще и передачи их не смотрите? Может, вы еще и этих змагарские всякие белсаты смотрите? А я все смотрю. А кто вам разрешал это делать? Я и читаю все. Так а вы что, экстремист, что ли? Латентный. Я патриот своей страны. Так а что вы тогда лезете в эту помойку, в эту в интернет и смотрите это все? Для того, чтобы владеть информацией. Какая вам надо информация, если вам Озаренок донес конкретно, что надо и что нельзя? Лебедева донесла. Что вы там ищете? Почему Нет, так что там интереснее, я не понимаю. А Руслан Владимирович, там в интернетах поинтереснее, что ли? Ну, я ж не только интернет, я же объясняю. Я и вживую с людьми общаюсь, и с патриотами Беларуси, и с другими. Что вы вживую говорите, что? Ну, эти люди знают, о чем мы общаемся, и все остальные люди тоже знают, о чем общаются. Да общались уже, что Тихановская стала лидером нации, он в изгнании, как Ленин когда-то. Это до такого вы дообщались? Причем здесь Ленин? Ленин, причем, потому что революционер был, власть захватил с помощью революции, а ему памятники стоят, вы понимаете? Если мы берем разговор за кого? За Гайдукевича, то Гайдукевич в 2020 году снял свою кандидатуру в пользу Александра Григорьевича. Ну, то есть, где противоречие? Ну, вы мне говорите, что Гайдукевич против Лукашенко, а Гайдукевич снимает свою кандидатуру в пользу Лукашенко. Вот слушайте, я вот говорю, вот вы мне Гайдукевич очень пронырливый политик. Он вчера снимается, а сегодня выставляется. И вы, может, не понимаете тонкость этой игры, но на сегодняшний день вы сами видите ситуацию, что Лукашенко не мощный, а Гайдукевич бодрячком. И Гайдукевич не собирается от политики Лукашенко отходить. Он этим курсом будет идти. Надо поменять вот эту этикетку. Тогда получается, смотрите, вы противоречите сами себе. Напомните, если вы говорите, что Лукашенко... Вы сказали, что Лукашенко диктатор, так? Конечно, и гордятся этим всем. А вы говорите, что Гайдукевич пойдет по программе Лукашенко. Значит, он будет тоже диктатором. То слушайте, демократия – это диктатура большинства. Ну, так вы мне явных вещей не говорите. Например, если бы мне позвонили и сказали: уважаемый Руслан Владимирович, вот я представляю партию такого-то, такого-то человека, да? Да. И говорит: у нас вот такая программа, вот такие вот вещи, вот мы будем делать то-то, то-то, вот у нас такой кандидат. А вы мне сейчас представляете Гайдукевича, кахирливого, пронырливого лиса, скользкого человека. А вы скажете, после того, что вы мне наговорили, мне захочется за него пойти штамп поставить? Так, хочется, вот не хочется, ситуация другая. Я вам говорю, что ситуация у нас проблемная. Тут выбора нету особого. Или Гайдукевич, или Лукашенко, который может сгореть на рабочем месте просто от немощи. Все. Я вам объясняю, что если вы общаетесь с людьми, с электоратом, и хотите этим людям что-то донести, вы должны, наверное, как-то с людьми помягче, покорректнее. Понимаете? Руслан Владимирович, я, наверное, вас напугал. Вам, наверное, неприятно слышать мои доводы и рассуждения. Вам, наверное, неприятно, что я вас заставляю сделать выбор, который противоречит вашим убеждениям. Верно? Для того, чтобы вам понять меня, я человек, скажем так, с определенным складом. Я не состою ни в каких партиях, и на выборы я не ходил. Поэтому у меня... А чего же вы не ходите на выборы? Вы что, не доверяете?
Кому? Выборам нашим. Это мое право, ходить или не ходить. В бюллетене, например, если я пойду на выборы в таком ключе, да, то там есть, например, птичка против всех. Ну как это делу То есть вы поможет? сейчас- Руслан Владимирович, Ну- если вы против всех, то проголосуете. Ну, смотрите, с точки зрения политического устройства нашего государства, Александр Григорьевич упразднил большое количество инструментов, которыми обладал до этого. И у нас есть теперь всебелорусское собрание. И что реально Всебелорусское народное собрание управляет страной и имеет властные рычаги? Оно имеет право налаживать определенные ограничения. И оно уже Принимание- наложило где-то когда-то? Ну, видите, она еще устраивается. А, она еще думает, где наложить собрание это. Продолжайте, пожалуйста, извините, что перебил, я уточнил. Ну, я закончу. Закончили. Я ничего не понял. Я говорю, если вы не пойдете на выборы, это будет акт предательства, акт гражданского предательства, потому что если вы даже и пойдете проголосуете против Смотрите, всех, то... Смотрите, если мы рассуждаем о предательстве, да, Да. то, например, у каждого вот есть истина, да? Есть истина, да? Ну, Есть истина, собственная. слушайте, Стоп, есть правда, а подождите. истину мы не узнаем, а правда у каждого своя, вот так вот есть. Вот правильно, видите, как вы. Вот так вот, Жизнь если научила, рассуждать, если философствовать туда, то получается, вот я общаюсь с людьми, которыми были в 2020 году на протест. Они на тот момент считали себя патриотами, и они делали то, что у них, скажем так, они шли по велению сердца. А дальше все эти люди пали в соответствующие органы. Здесь с ними Почему? побеседовали. А Потому что как же они свобода совершали слова, противоправные свобода действия. выбора? Свобода слова – это когда человек выражает свои мысли в рамках соответствующего законодательства. Очень интересная формулировка, сами придумали. Нет, почему? Ну вот, например, если я вас начну оскорблять, то я буду выражать свои мысли. И это будет, по-вашему, свободой слова? Да. Ну, вы знаете, это называется хамство. Слушайте, а кто же это запрещал? Вот если Лукашенко отморозками называет змагаров, это что? Отморозок – это литературное слово. А, вы еще тут разбираетесь тоже. А что же вы водителем автобуса работаете тогда? Ну, мечта с детства. Мечта детства исполнилась? Поздравляю. Беларусь – страна возможностей. Не всегда, как и не везде. А у вас какие-то сомнения есть? Для того, чтобы быть всегда и везде, нужно хотя бы быть чем-то наполненным. Я имею в виду про образование. У нас есть Нобелевский лауреат Алексеевич, и она в изгнании. Образованный человек. Образованнее, чем Лукашенко и Гайдукевич. И что с этим делать? С наполнением этим? Образованная она в своем направлении. Президент – человек, который обладает совокупностью талантов и знаниями во многих сферах экономики, финансов, обороны. Да, давайте тогда мы, Алексеевич, как выдающемуся человеку, дадим делать операцию на головном мозге человека. У нее же Куда вас выдающийся... несет, Руслан Владимирович? Но вы Об этом и затронули говорю. интересную тему, да. Я подвожу вас сейчас к выбору как возможность выбрать лучшего, да? Вот почему нобелевских лауреатов выбирают узкий круг образованных людей, а не дает это право выбора, например, гражданам других стран. Так и тут с президентством, с управленцем, действительно, как люди всякого рода образованности и необразованности, граждане страны могут выбрать управленца, какими критериями они будут выбирать. Вот тут вы правильно нашли. У меня вопрос. Такая система существует во всем мире, мы здесь не уникальны. Вот именно. А если вдуматься, вы посмотрите, какой кошмар. И поэтому я понимаю Александра Григорьевича, который это понимает и который всячески фальсифицирует выборы, чтобы именно он оставался у власти. Потому что он знает, чего стоит выбор людей. Вот они выбрали Тихановскую. Ну, смотрите, документов вы не видели. Гайдукевич с отцом сами сказали, что они поддерживают Александра Григорьевича. Да им выбора нету, они же хотят на самом деле к власти прийти, но им же надо, чтобы их в тюрьму не посадили, головой понимаете, кивать. если бы старший Гайдукевич, Сергей который, если бы он хотел прийти к власти, он бы пришел к власти намного раньше, еще в 96-м году. Да что ты меня учишь, придурок? Мы с вами пришли к тому, что у нас назрела необходимость вообще смены лидера.
смены этикетки, потому что это уже устарело, еле ходит, что-то там квакает несуразное. Ну, уже жалкое зрелище. Вот помните Брежнева, да? Ну, жалкое просто зрелище. Ну, Там- и если сказать вам по поводу Александра Григорьевича, да, Да. по-моему, человек довольно-таки рукопожатный среди определенных лидеров определенных государств. Рукопожатен в определенных кругах. Откуда санкции? Откуда изоляция мировая? Кто с Беларусью сейчас общается? По-моему, Какая даже изоляция? Какая? авиасообщение закрыто с Европой. Закрыто с Европой авиасообщение. Так, давайте тогда... Ну, это Что он чьи такое успехи? рассказал? Это чьи успехи? Гайдукевича или Лукашенко? Это успехи вообще? Мы Успехи в чём? с богатой Европой, в которой деньги, инвестиции, то есть дружи не хочу, торгуй не хочу, нет. Это Ой, как надо уважаемый доуправляться, человек, это как, у меня- Руслан Владимирович, у меня надо доуправляться, много чтобы знакомых. авиасообщение У меня- закрыли. У меня много знакомых, живущих в Германии. И они рассказывают, как там сейчас весело. Про пенсию в 700... Так они не хотят 700 приехать, 200. Руслан Владимирович, даже не продолжайте, они живут в Германии и не хотят приехать в Беларусь, и жалуются из Германии. Денег им мало, Зачем? зарплаты не платят или что? Или ограничивают их в свободе слова? У них зарплаты, скажем так, хватает тоже примерно от зарплаты до зарплаты. Нет, так в Беларуси не так, нет зарплаты до зарплаты. Но, по-моему, так живет весь мир. Понятно, очень жаль немцев, очень жаль. Голосовать нужно за Гайдукевича, чтобы Лукашенко не было. Потому что Лукашенко нам всем испортил качество жизни и будет портить дальше. В войну нас втянул. Если бы не он, не было бы вообще войны в Украине, если бы не Лукашенко, который предоставил территорию для нападения на Украину. Поддерживаете его после этого? Ну, россияне, если бы хотели зайти, они бы зашли по-любому. Но зашли бы с другой стороны, а не с Беларуси. А теперь соучастник Беларусь. И если вы поддерживаете, Ну, то вы тоже соучастник этой агрессии. Смотрите, мы же всегда, как вот, люди должны все смотреть с точки зрения юридической составляющей, да? Ага, каждый человек сейчас вот берет, открывает справочники или там кодекс какой-то и смотрит с юридической точки зрения, правильно ли он сейчас скажет что-нибудь. Нет, я говорю, вот муж с женой, да, они же расписываются там, например. Да Здесь какой муж с брачный женой? договор. Муж, Ну, я вам политические условно системы, одна страна напала на другую. Какой муж с женой? Что вы мне эти Я аналогии? вам Я вам приведу я другую вам- аналогию. ну, Гитлер на СССР напал. Там очевидные Напал. вещи. Очевидные для вас вещи, кто Очевидные. напал, кто агрессор, а кто жертва. Очевидные. Ну, у меня документы есть архивные, поэтому мне легко Очевидные. судить. Значит, Гитлер напал, а СССР жертва, правильно? Ну, с точки зрения закона, да. А с точки зрения незакона тогда кто жертва, а кто агрессор? И с точки зрения реальности то же самое. Ну, то же самое, так? Ну, мы не будем Ну, это смотрите, отрицать. документы рассекречены. Ну, нам в И школе немецкая постоянно сторона. говорили, что Гитлер напал на СССР, и надо бить фашистскую гадину, правда? Надо защищаться от агрессора, правильно? Ну, Вот. блин, ну, по-моему, с немцами мы воевали еще с Испанией. Так что все знали, кто Ну, они такие. в любом Ну, случае, если на вас кто-то нападает, Руслан Владимирович, вы защищаетесь, верно? Ну, Или сдаетесь? есть превентивные удары. Вы сдаетесь, когда на вас нападают? Каждый человек действует. Не, согласно подождите, своим если я вас возможностям. начну бить, вы будете защищаться? Смотря Вы не будете кем я защищаться? буду вооружен. Смотрите, вы мне сейчас что хотите сказать? Я хочу вам сказать, что Россия напала на Украину. Это факт. Украина защищается Ну, от российской агрессии. Это факт. И они имеют на это полное право. Смотрите, А Беларусь я- помогает убивать граждан Украины. Это факт. Это тоже факт. И вы, поддерживающий Лукашенко, соучастник этой агрессии, соучастник этих убийств. Верна моя логика? Не совсем. Где неверная? Смотрите, сколько стран поддерживает Украину? Все, не дурите мне голову, до свидания, Руслан Владимирович. Набирайте в интернете «Паук Андрей» и гуглите. Все. В субботу смотрите выпуск с вами, «Шухер Шоу» называется, на Белсате. А я, наверное, шанс не смогу посмотреть.
Чего? Ваш канал, по-моему, заблокирован. Ну так VPN возьмите себе, приобретите, что вы не знаете, как выходить. Я никогда VPN. VPN не пользовался. я даже VPN, не вот знаю, попользуйтесь, если вам интересно, как о вас будут думать люди. Уже ж примените какую-нибудь смекалку. Это вот спасибо скажите своему диктатору за то, что он так не любит, когда не любит свободу слова.